Прикольная штука. Ребят, всем привет. Ну что, конец мая, ребята. В принципе, начало летнего сезона. Через недельку уже будет июнь. На рыбалку плюнь. Нет, ребят, как раз вот именно все начинается. Уже начинает клевать белая рыба. Деревенские уже, смотрю, начали нет полавливать. В общем, красота, ребят. Фидер, спиннинг, все скоро. Ну, буквально неделя. Но, ребят, немножко мы опережаем. Едем с севера на юг. Еду, ребята, к Братульцу. И еду на интересную рыбалочку, ребят, на карпа. Никогда не рыбачил ни сазана, ни карпа. У нас в нашем регионе данной рыбы нету. Никак не половить. Даже того же карася, ребят, нет мелкого там ловят. Ну, прям, чтобы так изобилие, вот именно такой тематики у нас нет. Можно поймать, но только на сети. В общем, ребята, месяц переговоров. WhatsApp даже создали группу, так как, ребята, едем сплоченно, еду наконец-то с семьей. Еду я, едет доча, едет супруга. В общем, ну, едем к Паше, к его семье, к супруге, к сыну. Вот. Мы хотели создать, конечно, семейный, ребят, такой отдых. А именно, чтобы была и рыбалка, была и как-то и девчонка было прикольно. Но, к сожалению, в Москве именно, ребят, такого ничего нету. Есть, конечно, базы, есть домики, куча народу и очень-очень дорого.
все взвесились за и против. Ребят, я еду с семьей, девчонки остаются в Москве. Они гуляют, балдеют. В общем, а мы с братульцом прям с Москвы на Тамбов, ребята. Тамбов или Липецк. В общем, как-то оно так. Да. Вот так, ребят, все это завернулось. Короче, девчонки остаются в Москве, в гостях у Паши, а мы с Пашей едем, короче, на машине дальше. Вот. Ну, все, ребят, уже готово. Завтра у нас поезд. Завтра мы в 9 утра садимся в поезд, 26 часов до Москвы, и все, полетело. Едем на неделю, ребята, ну, плюс-минус день, сутки туда, сутки обратно дорога. 5 дней постараемся кайфануть, порыбачить, ну и поснимать, ребята, и показать вам. Я сегодня приехал в деревню, сборы, что-то беру с собой, ну как бы еду по минимуму, потому что, ну, у Паши, в принципе, все есть по карпу, он плотно им занимается, а я никогда не рыбачил такую рыбу. Ну, то же самое, донная снасть, только немножко все это помощнее, поматерее. Мощные поводки и так далее. Планово, ребята, уже что-то даже приобрели. Закупили прикормку. Кто карпа рыбачит, знает, что карп это как поросенок, его нужно кормить. И очень много. В общем, Паша уже получил транспортную прикормку. Мы там вместе сообразили. Что-то там даже, где-то что-то, в общем, есть новинки, ребят, которые мне не вести уже в течение месяца. Я уже что-то отправляли, заказывали транспортное, в общем, ближе к Москве. Паша уже потихоньку все забирает. Еще будет забирать, завтра еще будет забирать. Так что в совокупности, ребят, как-то вот так. Не знаю, ребят, что из этого получится, но я думаю, что-то получится, будет интересно. Наконец-то с семьей, ребята, такой мини-отпуск. Да, конечно, жалко, что не получается именно выехать на водоем всей семьей. Еще раз говорю, нет в Москве особо таких мест. Ну, это все это людно и очень дорого, и как бы, да и как бы, ну, девчонкам наскучит, а в домике сидеть там где-то на базе, ну, что им там 5 дней. Пускай они лучше погуляют по Москве, дочки тем более не было ни разу. Посмотрят какие-то достопримечательности. Ну, а мы будем заниматься своим любимым делом. В общем, у меня для этого дела есть новинки, ребят. Я еще в прошлом году хотел поехать к Паше именно по карпу. Приобретал определенные снасти. Но у нас в прошлый раз не получилась поездка. Вот. И как бы снасти лежали и дождались своего выхода. Так что сейчас, ребят, немножко покажу, на что я буду рыбачить. Да, у Паши есть, конечно, и свои палки, но специальные карповики их так называют, а я буду рыбачить своими, как бы. Ну, я их и везу. Так, ребят, наконец-то у меня появились хорошие катушки. Это Argent Feeder от компании Nautilus, 6000-е. Давно уже, ребят, хотел себе такие матерые катушки, а то постоянно разные. В общем, старые катушки все убрал. Не убрал, а перешли они в закидушки у меня. В этом сезоне, ребят, будут у меня вот такие катушечки 6000-е, ребят. Шпуля уже, видите, такая, как это более называется правильно, бэкинг. Не глубокая, специально для тонкого шнура. Металлическая клипса. В общем, такие дела, ребятки. Я их тоже с собой везу. Будем ставить. 3 катушечки. Ну, я, в общем, 2 фидерами рыбачу. Вот 3 штучки у меня на 3 вот этих палочки. Ну и те же палочки, ребят, которые у меня есть 1,80 м. Здесь уже, ребята, они немножко побольше. Те же палочки. А вот они, ребята. Батрер Авди вот эти.
270, почти 3 метра. А тест, ребята, 200 грамм. Если те у меня 1,80 м под закидушки, которые, эти у меня почти 3 метра, 2,70. Но я думаю, самый то именно под карпиную рыбалку. Вот. Несмотря на такой жесткий тест, ребята, 200 грамм. Кончик у него, конечно, великолепный. В общем, везу, ребят, я их с собой. У меня их 3 палочки. Но, скорее всего, возьму всего лишь только 2. А вот такая штука. Очень мне зашли. 1,80 м теми палочками, ребята, я отрыбачил в тот сезон, осень. Начало вот этого уже налима рыбачу. В общем, это специально вот в такие поездки. Ну и также я буду брать с собой именно, может, под фидер, под что-то, как бы пойдут. Ну и в общем здесь 2 аналогичные. Наутилус, Батлиш Авди. Шикарные палки. Вообще огонь. Такие дела. Ну, самое главное, конечно, катушки, ребят. Катушечки прям звери. Ну, я в прошлом году еще брал под спиннинг, ребята. Вот такую 3500, еще не обкатанная. 6+1. Красота, короче. В общем, берем, ребята. Аргент фидер. Все, ребят, потихоньку собираемся. Сегодня закупаемся, продукты в поезд, какие-то вещи там туда-сюда. Все надо приготовить, тем более девчонки же едут. Это ладно, мы бродяги, ребят, что там? Мне футболка, шлепки, шорты. Больше ничего не надо. По прогнозу погода будет великолепная, 26-27 градусов. Так что такие дела. В общем, ребят, начинаем. Я думаю, будет такой серьезный сериальчик, ребят, из 2-3 частей. Помимо нашей рыбалки, немножко покажу, как девчонки тоже будут гулять. В общем, такой, знаете, ребят, семейный выезд. Погнали. Доброе утро. Ну что, у нас посадка начинается. 26 часов нам ходу до Москвы, чуть больше суток. В общем, плацкарт. Заранее заказывайте билеты, ребят, потому что мы за месяц брали и даже уже купешки заняты были. Дочь, ты готова? Да. Все, ребят, мы поехали. Такие дела. Так, ребят, город Микунь. Девки, что, как? Полет нормальный? Да. Час стоим, ребят. Что-то закупились пирогами, Много дискомфорт. магнитиками. Повезем Пашке магнитики. Ну и тут сфоткаемся, ребят. Смотрите, какой старый локомотив стоит. Погодка нормальная, 12 градусов тепла. Ну, холодно. В общем, как-то так. Так, что? Соседи у нас там 2 мужика, женщина. Короче, вечером в ресторан пойдем. А что, нет?
ребят, ну что, Котлас Южный. Время у нас 4 час вечера. Погода налаживается, теплеет. Очередной поезд. Короче, сфоткаемся с очередным поездом. Ну, 50 минут стоим, что, погуляем. Но тут уже, ребят, заметно все позеленело. Вот по сравнению, как бы у нас в Коми, еще листочков даже, ну, чуть-чуть только. А тут вот прям уже все зелено. Голуби летят над нашей зоной. Ну, как-то так, что, едем, ребят. Переводи, там за спиной там болтают у нас. Переводи, говорю. Холодные закуски, горячие закуски, салаты, супы, основные блюда. Пропускаем, дочь. Салаты, суп, основные, дополнительные, десерты. Короче, я буду пиво. Мать, я буду пиво, короче. Один. Приехали. На улице жара. Короче, идем на главный такси и до Паши. А там уже братулен ждет уже. Мы сразу рвем, ребята. Сразу рвем когти. Ну что, город Москва встречает жарой 28 градусов. Я уже у братульца. Так, до боли знакомой тачки. Мерседес, да, братан, 600-й, черный. Он самый. Все, ребят, девчонки, короче, в столице. А мы с братом, короче, прем, ребята, в сторону. У них свой движ, у нас свой движ. Ну, в общем, как и сказал, ребят, что 26 часов поезд. Ну, плюс-минус. С деревни мы добрались, конечно, еще до Сыктывкара. Дорога дальняя, ребят. Ну, она интересная, конечно, это очередное путешествие. Дочка в первый раз в поезде. Да, тяжело, жарковато. Ну, ничего, нормально. Начинаем, ребят, движ. Толкаемся немножко пробочки, что, выходные, понятное дело. Москва, наверное, без пробок, это не Москва, да. Ну, а так, я не знаю, ребят, я вам говорил, месяц мы, буквально месяц, наверное, если не больше, мы решали, что-то думали туда. В общем, братулес менял планы, хотели ехать в одно место, погода что-то не давала, а сейчас приехали и все прям четко, погода прям радует, настоящее лето, красота, в общем. Ну что, будем показывать, рассказывать. Первый раз еду на Карпа, ребята, сам прям весь такой шкура буграми. Будет круто. Ну, дорога, конечно, не близко. Нам еще ехать 7 часов, да, братик? Едем, короче, в сторону Тамбова. Ну, возможно, уйдем в Липецк, короче. Ну, мы будем посередине. Опять все разрыли. Они что, золото ищут? Вот, короче, пробки, ребят. Посерединке будем между Липецком и Тамбовом, где-то плюс-минус. Ну и, в общем, ребят, только вечером мы доберемся. Пока что, как, что там. Рыбалка, может, будет только завтра. Ну, это не точно. А так, настроение боевое, ребят, впереди 5 дней у нас. Эх, понеслась.
Ребятки, ну что, полдороги проехали. Тут водичка с-под земли бежит. Сейчас наберем, умоемся заодно. Погода, ребята, песня. 4 часа, жара, жара. Смотрите, как все зеленое. В лето приехал. Минеральная, брат, не? Там лед течет, Да? понимаешь? Ну, с-под земли ключевая, И потому что... вот какая бы жара ни стояла, она зимой течет. Ну вот у нас в деревне колодцы тоже холодная. Давай тут наберем вот ее. Там еще остановимся, потом. Не, ну мы всю жизнь ее пили, вот эту воду. Ну, сколько я ездил. Угу. Вот откуда она течет, брат? Ну, из-под земли ключ бьет. Да, проверено, братан. Да я, братан, с реки пью. Ну да. Я не брезгую такой. Не, но все равно, я говорю, это проверенный. Ну, ручеек. Ой. Да, ребятки, лето летнее, прям настоящее лето уже. Ну вот что разница. 2000 километров больше, наверное. Уже больше будет. Ну где-то плюс-минус. Получается от дома, и вот такая разница. А еще дальше 1000 севернее. Ну там только речка пошла. Вот такая необъятная страна, ребят. Ладно, 3 часа, ребят, будем на месте. Чуть-чуть осталось. Ехали, ребята, и приехали. В общем, что, наше место дислокации, место ловли. Сегодня суббота, народу много. У нас будет домик здесь. Сегодня он занят, завтра его освобождают. И пока мы будем сегодня кантоваться, короче, нам дали беседку. Короче, все, ребят, попозже, подробнее, пока ничего не понятно. Очень интересно, народу много. Карп клюет вроде. Такие дела. А так заехали прям на самом высшем уровне. Хозяин сказал, пока вот беседка, тут располагайтесь. Не знаю, у нас есть шатер. Можем переночевать в машине. Короче, рыбалка начнется завтра, я так понимаю. Время, ребята, 19:32. Выехали в обед. Вот 7,5 часов с Москвы сюда добирались. Липецкая область. Дрюня, ребята, приехал. Тут лето. Я просто в шоке, ребята. Осталось 5 часов и будет 2 суток, как я сюда добирался. Девчонки в Москве. Все четко, все классно. Погнали. Братан, мне надо, чтобы ты этот пакет, брат, этот, девизы сделал. Сам. Сейчас сделаю. Вот это девизы. Так, холодное все, слушай. Вообще огонь. Все холодное.
Так, ребят, у нас вот ужин, перекус. Быстрая поляна. Короче, сейчас покушаем. Будем думать, что делать нам дальше, как ночевать. Потому что, ну, переночевать придется по-любому или в машине, или как-то. Не Ну, знаю. шатер поставить. Да, есть шатер. Травы, ребят, смотрите, тут ее косить уже нужно. Офигеть. Я уезжал, у нас еле-еле зеленка такая вышла. А здесь просто настоящее лето. Вот прям вот так как-то, знаете, не верится, что ли. Ладно, ребят, 100 грамм заслуженных. Перекус, короче. Слышишь, вот так надо на рыбалку приезжать, да? Да. Вот так надо. Ребят, как учили, короче, так и мы и рыбачим. Как деды научили. Да. Вот так и только сейчас вот так вот. Графинчики, все дела. Сейчас нет, желание такое было прям строить себе, стоять даже. Начал По сомневаться. последнему льду ты имеешь в виду? Да Это вообще потому что как зима это. такая была. Ну, можно. Из-за этого. Так что тут видишь, тут везде было плохо. Ну, огурцы у тебя, братан, конечно, фирменные. Ну, ты знаешь, что битые есть огурцы? Их бьют немножко, они как лопаются. Ну да, ну это чтобы цель. Да, чтоб сок пустил. Но они тоже ж нормально посадить за сутки, считай. Ты смотри, я понял, что ты маньяк, братан, такой. Да. Моя любительница, она вчера хотела увезти ее. Да? Как, кстати, вот. Слушай, такая интересная. Самодельная. Да? Да. Чувствуется, да, что такое? Знаете, ребят, так непривычно просто вот так приехать. У нас только-только зеленеть начало, а здесь, ребят, трава, смотрите. Трава уже по колено. Здесь ее косить уже можно. Че, какие моменты, ребят? В общем, ну, в принципе, так и полагалось. Мы тут с хозяином общались. Скорее всего, я завтра с ним познакомлю вас. Ну, если разрешит, конечно. Вот, база. Основной базы, так скажем, нету. Просто водоем. Вот, тут два домика есть. И, в принципе, больше ничего. Вот рыбаков очень много приезжают. Встают. Вот, и вот у нас этот домик только освободится завтра. А у нас выбора не было, ребят. Нам надо было приехать. И как бы решили, что приедем, чтобы уже были здесь. А с утра уже будем заезжать и будем рыбачить. Такие дела. Ну вот, ребята шмаляют, кидают, кормят. Это, ребят, платник, чтобы вы понимали. Здесь рыбалка платная. И не знаю, посмотрим. Паша здесь тоже впервые, кстати. Мы хотели ехать в другое место, но решили вот как-то в течение всего этого времени как-то созванивались, списывались, и нас сюда занесло, короче. Красота. Тепло, ребят, 16 будет градусов сегодня, ночью. У нас такого градуса и днем-то не было еще. Так, если разобраться. А так вот стоят люди, вот, ну и рыбачат, получается. У всех определенная точка. Кто хорошо покормит, половит. Ну, опять же, вот только-только тепло началось. Тут тоже было холодно. Не особо так, прям такой жары не было. Вот только-только вот жара началась. Прям, ну, тепло, жара. Карп должен шевелиться, в общем. Так, у нас есть шатер. Не знаю, или в машине, или в шатре переночуем. Можно было сейчас, конечно, забросить там пару палок. Ну, в общем, как договорились, так договорились. Сидим, отдыхаем. После дороги, ребят, очень сильно устал, если честно. Вообще замотался. Дорога выматывает. Вообще выматывает. Пояс, жара, блин. Ну, я думаю, что не зря сюда приехал.
Тем более у братольцев в гости. Ну и девчонки у нас. Без девчонки остались у Паши дома. С женой, супругой, сыном. Ну и моя дочка с супругой. В общем, они гуляют там. Сейчас дома там тоже кушают. Короче, кайф. И у них мини-отпуск, как бы, и у меня. Такие дела, ребята. Приятно приехать, знаете, вот так, хопа, сразу в лето. А открываешь в ОБС, падаешь 2 раза в обморок. В последнее время блогеры попадают. Мы когда во Вьетнаме по канатной дороге тоже шли, конечно, у меня чуть сердце не остановилось. Высота — это вообще моя фобия. И с нами корейцы были, и они тоже блогеры. Нет, что, круто. Блин, я могу только вот так сказать, если увеличишь, если ты увеличишь. Я сейчас сфоткаю. Это где условно в отеле стоим. Как канал называется? Так, братва, ну что, погуляли по берегу, немножко пообщались. Ну что, говорит, общего даем, да, братик? Да, ну, говорят, липецкий местный, да. Да, в общем, тут, говорит, самое такое интересное, говорит, у них местечко. Вот. Короче, не знаю, хозяин что-то там так и не определил, сказали, поставим шатер переночевать, он говорит, завтра вы там заезжайте. Короче, мы, получается, сегодня нас спустили на вот эту точку. Ну, мы, по идее, сегодня здесь не должны находиться. И как будто бы и как бы не имеем права тут что-то как бы делать, не как будто мешать. Короче, говорит, есть у вас беседка, крыша есть, так что, говорит, ждите завтра. Ну и ладно, будем ждать, не будем нарушать. Ребята рыбачат, пообщались, подходили к нам семейной паре. Они сюда частенько приезжают. В общем, как будто бы все должно у нас получиться. Да, братух? Да. Получится. Поймаем. Так что вот как-то так, ребят. Что, 10 часов, шатер ставить не будем. Завтра у нас будет, завтра все будет. Сегодня вот как-то так набирались. Ну, посидим, что, пообщаемся. Шикарный вечер, ребята. Ну, хотя вот солнышко зашло, да, сразу бам. Прохладненько. Прохладненько. Да, Ну, знаете, по-летнему вот это. Вот. А так не знаю, что. Что, братан, скажешь? да все нормально пока. А что сказать, мы пока просто отдыхаем. Да. Завтра уже будем. Походу. Завтра будем вязаться. Вот, кстати, они говорят, вот ждут вот прям ночью. Прям ночью ждут. Прям, говорит, днем спите, говорит, ночью, говорит, потому что, говорит, ну, вот как будто сейчас ночью. Так что вот как-то так. Хотя какой-то тут приколист с вами пишет долго, хули. Волнение, В телеграм-канале, ребята, там самое свежее, так что ссылка в описании, залетайте. Ну, а что, мы с братульцом посидим немножко, так что. У нас завтра, кстати, приезжает друг у Паши, да, Саня? Да. Саня приезжает, то бишь мы завтра будем Было, втроем. А здесь в основном все, наверное, уедут. Короче, будем здесь, Завтра уеду, да? будем мы здесь короли, будем рыбачить. Так, не знаю, ребят, что показать, что. Пашка тут привез курочки нам. Думал, все делал, красавчик, огурчик. Немножко водочки, короче. Ну, все по-пацански, все по-нормальному, как и должно это быть. Такие дела. Вот. Так, конечно, да, охота прям уже врубиться в рыбалку. Ну, вот сидим сейчас, смотрим, пока тишина у ребят. Как бы, ну, рыбалка, ребята, она такая. Даже вот, грубо говоря, здесь, да. Ну, завтра будем, все видно. Завтра все покажем. И Паша покажет снасти. Короче, все будем, ребят, поглощать вместе с вами. Ну, понятно, там карпятники там лютые там есть, я знаю, там свои нюансы. Мы будем показывать, как оно есть, как Паша рыбачит. И я как просто как это буду все хавать и понимать, и что-то будем попробовать половить. Так что как-то так. Все, ребят, давайте до завтра, наверное, что уже. Такой заезд. Девчонки у нас тоже уже там спать легли. Короче, будем включаться совместно, потому что и девчонки что-то будут показывать, и мы будем показывать. Короче, ребят, такие выпуски будут. Такие дела. Все. Давайте, ребят, отбой. До завтра. Странно, немножко. От чего он загорается? Что ты переживаешь? Уже мясо. Да? Может, лучше просто на землю уже полночь положить? Лучше не буду.
Как тебе, брат? Сюда пойдет. Дверь закрыл? Все четко. Да сейчас еще нагреется, машинка вытащи ништяк. На ней можно покемарить, да? Так и ты думаешь, не кемарил? Я так очень много ночей провел. Ну, знаешь, вот сейчас какая, допустим, на улице погода, лучше в машине покемарить. Сейчас на топе будет сухо, хорошо. Ага. А ты видел, как девчонка с палатки бежала в палатку? Как будто его укусил кто-то.